Я бы хотел рассказать о лекторе сегодняшнего курса. Саидмурод Давлатов – это международный бизнес-тренер с 20-летним опытом, доктор экономического развития и психологических наук, профессор бизнеса и маркетинга, бизнес-практик в более чем 50 видах бизнеса, владелец и совладелец 18 видов бизнеса, автор серии книг-бестселлеров «Философия муравья». Книги переведены на 7 языков мира. Также эти книги публикуются крупными издательствами Российской Федерации. Например, книга-бестселлер «Я и деньги» куплена тиражом более 700 тысяч экземпляров. С 2017 года книги Давлатова издаются на английском языке. Я думаю, что сейчас самое время громкими аплодисментами поприветствовать Саидмурада Раджаповича. Прошу, громкие аплодисменты. Спасибо! Добро пожаловать! Спасибо. 10 шагов, от чего родился. 10 шагов мы видели, исходя из опыта, который я пережил. Эти 10 шагов, возможно, кто-то из вас сразу отсюда выходя могут усваивать и практиковать, а для кого-то, возможно, требуется время или подготовка почвы. Это нормально, чтобы вы определенное время подготовили почву для того, чтобы могли практиковать эти 10 шагов. Всю свой успех я собрал и сделал, вот, можно сказать, в рамках этих 10 шагов. До сегодняшнего дня я имею 56 бизнеса опыта. Я был где-то партнером, где-то инвестором, где-то учредителем, где-то сам управлял. Из этих бизнесов что-то банкротилось. Что-то из них пришлось просто закрыть, потому что они стали неактуальными. А что могли, мы продали. То, что у нас получилось, мы продавали. Если мы видим, что получилось, мы это продавали. А вот то, что в данный момент действует, их 18. Они работают, действуют. Что-то из них принесет прибыль, и что-то из них до сих пор не принесет прибыль. И это нормально. Один из бизнесов, который сейчас мы делаем, это садоводство. Как я подошел к этому садоводству? Я размышлял так. Если одно дерево дает $10 или $20 или $50, в зависимости от того, как ты трудишься, как это ты строишь. То есть, как ухаживаешь за него. Я сидел, думал. Потом спрашивал многих людей, очень многих людей спрашивал, вообще, какого дохода можно ожидать с одного дерева. Кто-то мне сказал, что я беру 500 килограмм абрикоса, или кто-то сказал там 100 килограмм яблока, кто-то по-разному. Люди, я начал всех спрашивать. И когда многих людей начал спрашивать, был один парень, который 17 лет имел опыта в этом бизнесе. Вот справа от меня стоит, его зовут Пуло Джон. И вот у него спросил, он сказал, если правильно ухаживаете, даже если у меня, говорит, дерево, которое дает в протяжении последних 5 лет, у него же 17 лет опыта же, он сказал, дерево, из которого у меня больше 1 тонна дает, говорил. Я сидел, думал, классно. Я сидел, думал, если самым худшим вариантом ориентируюсь, мне нужно, чтобы в год $1 миллион давал мне мой сад, значит, мне надо хотя бы, если по $50, надо мне почитать, сколько надо сажать, чтобы это давал. Но я ориентировался еще худшего и взял $20. И сажал. В данный момент я сажал 58 тысяч деревьев, часть из них умерли. Часть из них умерли, 46 из них в данный момент плодоносящие. Мы являемся одним из самых крупных экспортеров свежих фруктов. Почему мы к этому подошли? Потому что весь мир приходит к пониманию того, что уже надо кушать натуральные вещи. Я это предвидел заранее. Поскольку это я предвидел заранее, сейчас, в данный момент, весь мир уже потихонечку переходит к органике. То есть более здоровое питание. Вы это заметили? Кто из вас это заметил? Что весь мир начинает об этом говорить.
Но я это видел 10 лет назад. Теперь на данный момент, второй наш бизнес, который по этих направлениях, это мы строили холодильники, мы строили стандарты. И мы недавно было в Алмате, в Средней Азии, выставка по показателям USAID Средней Азии, по качеству, по вкусу, по именно правильным продукциям, мы занимались компанией номер 1 в Средней Азии. Как мы это занимали недавно в Алмате, и с того дня вы не представляете, каждый минут к нам на почту приходит со всего мира приглашение, чтобы работать с ними. Мой партнер, который вы сейчас видели, он сейчас находится уже в Китае. Я, по идее, сегодня должен буду там. Мы являемся первой компанией, которая начала поставлять Китаю такого продукта. И это правда. Мы являемся первой компанией, кто это делает со Средней Азии и так далее. Именно в таком качестве, которое как надо. Именно такого, можно сказать, формата, который действительно нужно. Я буду рассказывать несколько бизнесов, чтобы у вас в голове что-то формировалось. Другой из моих бизнесов, это в данный момент, который существует, это мой ресторан. Я ресторан запустил в Астане, но с какой целью я его сделал? Я знаю, что люди, хоть кризис, не кризис, все равно будут праздновать все равно. Люди все равно будут пойти кушать где-то. Так или нет? Кто из вас от того, что кризис начался, перестал кушать? Вы все равно ходите, согласны? У меня очень хороший ресторан. Если в Астане будете, заезжайте туда. Но следующие шаги ресторанов я буду делать уже в Америке. Потому что я все анализировал и понял, то же самое работа, если там делаю, 100 раз больше получаю. Американцы дома вообще не готовят, как бишкекский народ. В Бишкеке тоже все дома не готовят. 50% люди в Бишкеке на улице кушают. Потому что выгодно на улице кушать. В 2006 году, я когда впервые приехал в Бишкек, я был удивлен. Страна не богата, но в одном кафе-ресторанах места нету всегда. Больше 50% заполняемости кафе-ресторана. Согласны? Я всегда думал об этом. Странно. Что это такое? Почему так? Поэтому кто бы здесь не открывает общепит, он успеет, ребята. Он все равно не банкротится. Потому что народ такой. Вы не думаете, что то, что здесь там особенный какой-то секрет владеет там эти кафе, которые успешны? Нет. Сам народ у нас такой. Любит отдыхать. Я серьезно говорю. Это правда, потому что это, я вам сказал, один из секретов маркетинга. Просто, почему? Потому что чем дома кушать, а там в кафе разнообразие кушаешь. В кафе, это так. Вот, хотя мы очень любим гостей позвать к себе домой. Несмотря на это, все равно любой кафе-ресторан зайдите, больше 50% заполняемость. Вы это видите. Но когда это видели в Америке, я начал по-другому мыслить. Я думал, все по-другому буду делать. Потому что я ходил, все кухни попробовал. Какая-то ерунда, чушь собачья продать, черт побери. Еще толпа народ ходит туда. Я своим друзьям сказал, послушайте, я буду здесь открывать ресторан. Потому что я не мог найти вкус, который мне нравится. Один день попробую или второй раз попробую, неохота еще раз туда сходить. Когда я открывал ресторан, я посоветовался с несколькими людьми, которые держат рестораны. Почему? Потому что это самая важная часть бизнеса. Надо найти того, кто это сделал, лучше у него спросить. Так экономишь много ошибки, экономишь годы. Я спросил одного парня, он армянин, он в Киеве. У него 15 ресторанов. Нечаянно когда я консультировался у Ричарда Брэнсона, мы вместе оказались там. Он сам армянин, но в этом... У него рестораны по Украине. И я у него спрашиваю, говорю, послушай, я хочу открывать ресторан. Я как раз только помещение покупал и думал, какого вида кухни делать. И у него спрашиваю, я говорю, послушай, расскажи мне, пожалуйста, на чего мне больше всего внимания обратить. И он мне сказал, Давлатов, самая первая вещь, ты должен думать о том, что кто сегодня кушает у тебя, его внуки тоже должны кушать у тебя. Я сидел, думал, здорово. Это был самый главный урок, который я у него получил. Он сказал, сделай так, чтобы люди не уставали от
твоего кухни, они могли вернуться. И им всегда нравилось возвращаться к тебе. Если твоя кухня будет такого уровня, твой бизнес будет очень хорошо процветать. Я сидел, размышлял об этом, думал, это действительно правда. Я описал эти вещи. Потом он сказал, вторая вещь, на чего ты должен внимание обратить, чего-то должно быть изюминка, которой еще у других нету. Я у него спрашиваю, сколько лет ты держишь рестораны? Он говорит, 15 лет. Я сказал, а какова твоя изюминка? Он сказал, это мой рецепт шашлыка. Тут же у меня в голове пошло все закусочные бизнесы. Я начал думать, ага, почему Starbucks кофе продает, процветает? Особенный какой-то рецепт владеет. Почему в это KFC, там, который курица же жарит, здесь очередь стоит, сейчас оказывается у нас. 2 часа очередь надо стоять, чтобы получать эту курицу жареную. Кто из вас был хоть разу там очередь увидел? Столкнулись с этим? И знаете, очередь. Я думал, ух ты, вот он прав. И он мне говорит, мой изюминка, это мой рецепт шашлыка. И я сказал, а в чем его особенность? И он мне говорит, знаешь, говорит, я продаю шашлыка. Он сказал, третья вещь, метод, именно модель, как ты преподносишь этого. Я спрашиваю, в чем это механизм преподношения? Как ты это делаешь? И он мне говорит, я продаю шашлыки не шампурами, а метрами. Я говорю, подожди, не понял. Он говорит, мне заказывают люди, и мы говорим, вам сколько метров шашлыка? Я говорю, подожди. Он говорит, это запоминается на всю жизнь. Это метод преподнесения. То есть модель, как ты по-другому надо преподнести. Можешь мне показать? И этот парень попал в книгу Гиннесса, потому что самый длинный шампур был у него. Когда был в Украине это митинг, он благотворительно делал, по-моему, там, не знаю, 100 метров или 200 метров, не помню, какой-то очень длинный метр шашлыки продавал. И он говорит, люди, которые у меня побывают, он на всю жизнь запомнит, 2 метра шашлык кушал. Вот вы никогда не забудете эту фразу, правда? Вы представьте, сейчас вам говорят, вам сколько метров надо? 1, полметра, сколько? А вы говорите, вам не говорят, сколько грамм, вам говорят там. И это запоминается, говорит, на всю жизнь. И моя изюминка говорит, вот. И он мне говорит, если вы соблюдаете эти вещи, которые я вам говорю, ваш ресторан классно пойдет. Я думал, здорово. Вы учитесь от моих рассказов, ребята? Я рассказываю, а вам надо учиться, хорошо? И вот, получается, что в любом бизнесе очень большую роль играет, чтобы вы эти вещи понимали, как делать. Именно особенности его изюминку. Еду готовить могут все. Например, любой из вас могут Максим дома готовить, правда? Чья жена вкуснее, чем что делает Максим дома? Чья мама или чья жена? Поднимите руки, пожалуйста. У кого из вас дома вкуснее Максим, чем то, что покупаете у Шоро? Честно, поднимите руки. Вот. Возможно, вы вкуснее делаете. А можете ли вы модель Шоро построить? Это уже разные вещи. Кто понял? Возможно, вы дома намного гамбургер вкуснее можете делать. Но можете ли вы Макдональдс построить? Это разные вещи. Это абсолютно разные вещи. Вот.